Всем привет, дорогие друзья. Сейчас звук поставили еще. Может, вам не слышно все равно. Кому-то не слышно, кому-то слышно. Всех привет, дорогие друзья. Ну вот и я, конечно, в гараже. На улице погода у нас минус 20 градусов мороза утром. Но сейчас, конечно, так и есть. Ощущение больше. Ветер северный немножко дует немножко, но считай, такие морозы уже нам, конечно, достаточно, а больше уже не надо, потому что такие нам такая все замерзнет, вода колодец, ну и все, конечно, кто держит животное от плотва, от корова, бичок и так далее. Собака, кошка, им только постоянно тепло. И нам даже. Но заранее вам скажу, сегодняшний день, завтра еще больше будет. До минус 25, а может и... Но ощущение так и будет, минус 30 градусов мороза завтра или послезавтра. Вот. А что могу я сказать вам? Лесная сказка. Хотел, конечно, сегодня в лесу побывать, но я передумал. Но это будет какой-то день, но не такие сильные морозы. Мне в лесу это невозможно. Вот. Хотел все вам показать, как выживают в лесу или в тайге. Но иметь надо перво избушка. Вот, деревянная избушка, чтобы было все, печка. Ну и иметь надо все
права, охотничье ружье и так далее. Ну, в общем, все иметь. Но это я, признаюсь, конечно, я еще не имею. Вот. Только я люблю больше на рыбалку. А сегодня зимняя погода, сегодня очень даже. Такие морозы, конечно, на рыбалку, только теплая палатка печкой. А у меня с собой вот вам, конечно, не видно. Печка у меня вот рядом. Меня греет топливной печка. Солярка, она работает. Хорошо даже греет. Такое расстояние. Где-то 1 метр от меня печка стоит вот на полу. Вот. Но объем, конечно, печка, конечно, маленькая. Но это достаточно на рыбалку палаткой, теплой палаткой. Эта печка достаточно одного человека, хватит даже. Ну, палатка, конечно, 2 на 2, высота до 2. Это моментально греется. Я уже в прошлом году вам поснимал даже, как надо испытывать такие морозы. Сегодня, конечно, минус 20, а если минус 40 будут, так и на улице рыбачить мормышкой вряд ли. Только специально теплая палатка иметь и снегоход. Вот. Снегоход тоже вот надо очень долго греть. В гараже, конечно, моментально греется, да. Сейчас у меня в гараже, но не плюс. Это 100% плюс, пока я не чувствую даже плюс. Это потолок даже нету. Представляете, потолок вообще нету. У нас только крыша. Но крыша, конечно, тоже считается потолок. Вот. А главное, что меня греет, и это достаточно. Вот. Но гараж, конечно, большая. Длина до 7 метров длина, а ширина 5. Ну, скажем, 6 уже, внутри 5, а на улице бревна 6 метров. Вот. Ну, это в следующий раз, когда, я думаю, что, ну, не обещать не буду, когда побывать в лесу, с собой взять надо, но я снегоходы я не буду. Тут вот снегоход, это надо иметь, чтобы избушка, но без избушки даже не беспокоиться. Главное, чтобы взять саньки, вот такой небольшой саньки, на лыжах, ну не так далеко, чтобы рядом была река. У нас даже еще река открытая. Здорово, Иваново, город Иванов. У нас снег уже есть, но где-то приблизительно снег, ну, скажем, приближается 10 сантиметров глубина снега уже приближается. Ну, где-то так. Ну, скажем, 7 или 8 сантиметров глубина снега. И в этом году, ну, так же было в прошлом году и прошлом году было также такой же день, такое же число было минус
35 градусов суровое так было. Было. У меня даже вот там перед вами было фото, которое я выкладывал вам лично на экран, прямой эфир. Это было в прошлом году минус 35 градусов мороза. Так же было, но снег больше было. А у нас снег будет еще. Потому что сейчас сегодня выходной, да? 7. Завтра 8, 9 тоже будут морозы. А 10, 11, 12, 10, 11, 12 декабря будут теплее. До -2. Значит, которые 3 дня снова будет теплая погода, значит, снегопад будут. Ну и может и пурга. Вот. И снова опять будут морозы, но это не так будет, но легкие морозы. До -15. А сегодня -20 у нас. Конечно, я хотел в лесу по выходным, но это подождет. У нас еще начинается зима. Зимняя сказка, конечно, хотел повидать в лесу, но не тайге. Тайга это очень далеко надо, иметь надо снегоход, бензин и защищенный охотническое ружье и так далее. Но многое надо, чтобы иметь вдвоем. А не один уже, но собака, чтобы взять еще. Но у меня собака, конечно, овчарка, она не охотническая. Она только нас защищает. Она надо иметь лайка. Вот. Чтобы более-менее. Ну и много надо иметь. Очень много. А сейчас давайте про рыбалку, которую я еще даже вам личный видео, это секрет. Это секретное видео я даже никому даже не показывал, даже никому. Только доверяю кому им только показываю, что я сколько лет я ловил, какие рыбы, какие тоже названия. Ну, название, конечно, щука, налим, и многое другое. Голавли, подъязок, язь. Ну, все. Вот. Конечно, в тайге, конечно, никак прямой эфир снимать. Но это мне даже не хочется даже прямой эфир. Даже сейчас вот мой фильм, конечно, смотрят. Но это хорошо, что смотрят. Даже очень даже хорошо. Хоть и мало смотрят, мне это достаточно. Потому что кто не смотрит, они только смотрят, и где играют, вот, например, танки играют, самолетами и так далее, там штурмовики. Ну, чем они этим только молодежи играют. И там только больше прямой эфир. Чем у меня реально правдивый рассказ. Хотел до Нового года, но это еще далеко рассказать. И про это и хотел, чтобы зимняя сказка побывать до Нового года, побывать. И хотел фильм отдельно снимать вам, чтобы Нового года, после Нового года, 1, 2 или Рождество, чтобы публиковать именно вам, где я побывал. В этом году не хочется зимняя рыбалка, вообще не хочется. Но может быть один раз побываю. А у меня есть палки стоят, это ерунда, там все равно не ловится даже
тяжело даже ловится. У нас река вообще не чистая. Вот. Там плывет непонятные морские трава под землей. Вот из болота выходит, когда вода поднимается, и эта морская трава все вылезает из озера. И из озера уходит на реку, и она плывет внутри лед. Когда палку ставишь, даже не знаю, сколько час, может, ну, не больше. И вот, например, 2 раза проверяю, днем или вечером. И такие вот морские трава, все там на палках и на крючок, и груз, все морские трава такие вот. И все, вот за это она и не клюется. А на мормышке, конечно, удобнее. На мормышке. Мне очень даже не нравится мелкие рыбы ловить. Вообще не нравится. Я люблю больше, чтобы крупные ловить. Вот, например, щука, налим. У нас такие на реках редко. Даже неожиданно поймаешь. Вот. А что еще хотел еще рассказать? Хотел даже про... У меня сломалась летом мопед, заклинилась двигатель. Прямо неожиданно, но она еще, конечно, работала достойно, где-то приблизительно 10 лет. Но мой пробег было меньше, но если посмотреть пробег сколько, там катилось очень много. А когда мы покупали вот у дяди Ивана, мы не помним, какое число было пробег. До тех пор это двигатель старый было. И знаете, двигатель, конечно, надо, когда ухаживать, посмотреть мотор часов и пробег. Это обязательно надо постоянно, конечно, смотреть. И день, если день едешь до 100 километров в день, и каждый день на рыбалку, конечно, моментально пробег поднимается. И про это, конечно, я наблюдал. И у меня двигатель заклинилась на рыбалку. Даже педаль стартер не смог крутить, вообще никак. И я посмотрел в гараж, когда я привез сюда и посмотрел двигатель, и там заклинилось, знаете кто? Это только распредвал. Вот она, распредвал, подшипником, она уже негодная, из-за этого пробег больше стало. И видите, она еще, конечно, рабочая, но из-за этого она заклинилась и не смог крутить двигатель. Она вот этот вообще распредвал, вместе клапан вообще не двигается никак. Но головка, конечно, у меня тут рядом. Головка. Тут головка. Я сюда поставил новый распредвал, головка. И она работала. Но потом
перестала. Не знаю зачем, за что она перестала работать. Я знаю, что сколько надо клапаны регулировать. 5 на 5, но 0,5 миллиметров пустной и выпускной. Вот. Знаю все это наизусть. Мне даже никто не сможет перебивать, что я неправильно. Все у меня все четко. И головка, которую я купил, новый двигатель. Вот. Это старый, это который служил до 10, даже больше служил. А кто знает больше меня, они знают, что моточасовый и пробег все равно надо прочитать. И все равно надо посмотреть. Клапаны регулировать у меня с собой есть. Конечно, не тут щуп, который 0,5 миллиметров регулировать. Но это ерунда. Вот. Главное, что я скажу вам, чем больше куб, вот скажем, у меня 72 куб стало, да? Но миллиметров поршень 42, 47 миллиметров поршень диаметр. А если купить 125 куб, даже до 300 куб, это уже питбайк. Это уже питбайк. Они, конечно, скажу вам, может, вы знаете, питбайк до 300 куб обжора. Она как машина, как легковая, вот 4-цилиндровая, да, легковая машина, она тоже обжора. И также питбайк 300 кубов, также хоть и 1-цилиндровая поршень, а машина 4-цилиндровая поршень, также одинаковая у них расход уходит. Вот. Даже я знаю, хоть и хотят, чтобы такие иметь 300 кубов, но я тоже хочу иметь 300 кубов питбайк. Они более-менее мощный, проходимый, быстрый, но орет как кировец. Ну, сами знаете, кировец, конечно, тоже вот как танк. Вот. Вот так вот. Но это я хочу вот заранее, хотел даже про мопед, который я разбирал и новый поставил. Но это было короткое видео, публиковал нам, вам даже. Но, знаете, если было у меня место, вот чтобы вам было понятнее, чтобы еще иметь автор, то есть оператор, чтобы снимал больше видео, и неудобно хватать одной рукой или двух руками, грязными руками, именно смартфон. Неудобно. Хотел, конечно, иметь, чтобы поставить на специальный ремень, смартфон держать или видеокамера, вот самые дорогие. Ну, цифровой, скажем, вот, цифровая камера. Они тоже ловят Wi-Fi на интернет. Она ловит хорошо, даже качественно показывает. Очень даже. У меня смартфон, конечно, хорошо показывает. Напишите комментарии, что вам как видео показывает. Ну и звук обязательно. У меня сейчас обычный беспроводный микрофон. Вот перед вами, конечно, стоит мопед. Хоть сейчас можно заводить, это уже бесполезно.
Я бы с удовольствием сейчас, но полуоборота, я думаю, это не заводится. Им надо еще подчет, ну, двигать, чтобы грелся, потом подчет открыть. На улице такие, она не едет. Сейчас колесо, заднее колесо переднее, как деревянное. Вот она, лучше проходимость, снегоход, мотобуксировщик. Ну, перед вами тоже вот мотоблок стоит. Вот она. Конечно, она тоже может заводиться, но сейчас невозможно крутить стартер. Это невозможно. Она как будто такая тяжело крутит. Но у меня масло синтетическое масло. То есть полусинтетическое масло. Вот. Все равно крутить тяжело. Можно, конечно, если срочно нужно такие морозы ехать. Зачем? Вот она, снегоход. Лучше. Ну вот. Сейчас время, наверное, приближается час. Дорогие друзья, зимняя сказка, конечно, в гараже, да? Если у меня избушка была, то я с удовольствием бы там вам лично снимал бы. Ну что, ребята, так, что хотел вот рассказать про мопед двигатель. Другие, они рабочие. Там только было еще минус тепления. Там надо все менять. За 10 лет служил. Ну вот она, конечно, двигатель. Опа. Это старый двигатель. 50-кубовый двигатель. Ему надо только цилиндр, поршень кольцом и головка. И можно еще ездить. Также сколько пробег. Но знаете, еще заранее скажу вам. Сейчас поршень кольцо не оригинальное. Представляете, не оригинальное. Вообще ужасно. Просто деньги платим, а это надо поставить, установить двигатель, головка или цилиндр. Заводится моментально, да? Какой-то несколько километров проедешь и все. Может пробить. Расплавится даже поршень. Представляете? Может. Потому что алюминиевый поршень, ну, цилиндр, конечно, должен быть чугунная. Должно быть. Мы не знаем, чем они сделают. Но цены высокие, очень даже высокие. Даже мне кто-то написал, что мопед лучше или нет. Конечно, не лучше, потому что воздушный цилиндр, вентилятор, чтобы было хотя бы вентилятор. Потому что если ездишь самый жаркий день, она моментально греется до 100 градусов. Это 100%. Это я обязательно поснимаю, сколько двигатель поднимается градусов тепла. Конечно, до 100.
ну, скажем, 80-90, скажем, 100% поднимается. И про это конструкции надо читать, надо устоять. Надо ездить час на больше. Останавливаться надо где-то 10-15 минут, чтобы остыло. И снова ездить дальше. А не постоянно. Потому что так сделано конструкции, что не надо постоянно ехать, не надо постоянно мучать, не надо перебор газ. Потому что поршень, кольцо, масляное кольцо, моментально сядется. Вот. Потом, вот, который я показывал, распредвал, вот. Но вам, конечно, не видно, что уже она как будто стала не овальная, да? Она должна быть как будто овальная, а у меня одна стала как будто ступеньки и снова овальная, потом ступеньки. Про это и так. Это, по-моему, пустной клапан. Вот за это она и там, который овальный распредвал, да, и вот за это она заклинилась. И она не дает крутить поршень, который я головку вытащил. Головку я вытащил, а поршень, кольцо крутится хорошо. Но тоже вот поршень, кольцо тоже изношено. Царапина больше и немножко ямки есть. Но это вам не буду показывать. Вот 50 кубовый. Тоже вот. Видите, какая она меньше цилиндры. Очень маленькие цилиндры. Это поршень, видите, какая она стала. Но если отмоешь, просто видите цилиндры, царапина, видите, царапина. Про это уже зазор стало, воздух попадается. Но этим, конечно, может еще ездить. Только кольцо надо менять еще, новое кольцо. А тут внутри тоже чистая. Но немножко царапина. Они свои цилиндр, он уже служил свои. Все. Если кто-нибудь не знает про мопед, там ничего сложного нету. Просто знать надо головой, как разбирать, как обратно установить. И это, конечно, не все, конечно, так, все, поршень. Если не умеешь, кольца, которые поставятся кольца, не все разными. Ну, скажем, вот так, поршень, кольцо. Так. Но это потом я рассказывать буду
ну, скажем, летом лучше снова рассказывать буду, как надо заниматься, заменить поршень, кольцо, как надо поставить кольцо, какими размерами надо поставить, куда, и какой вертикальный, горизонтальный кольцо, как надо поставить, масляное кольцо и так далее. Но это ничего страшного, даже ничего сложного нету. Просто кто еще учится, ничего страшного. Потихоньку все, ну, скажем, разбирать и обратно установить. Просто не надо торопиться летом разбирать. А сейчас, конечно, если разбирать такой морозы, лучше не надо трогать даже. Ну, конечно, если было теплый гараж, можно бы. Но у меня мопед чок, потому что новый двигатель, 762 кубический двигатель. Вот. Так что, ребята, я буду сейчас заканчивать мой зимняя сказка, так скажем. Хотел в лесу побывать по выходным. Но будет время. Обязательно вам что. Даже хотел. Ну, прямой эфир. Где есть связь, там же можно побывать в лесу, чтобы связь была на прямой эфир. Такие, может, ни у кого нету на ютубах, что можно снимать прямой эфир. Но если не будет связи, ну, слабоватая связь, придется отдельный фильм, один кадр делать. А сейчас давайте будем заканчивать. Сейчас печку будем закрывать. Ну вот вам, конечно, я не показывал, что у меня печка. Супер печка. Вот она. Вот. Вот. Сейчас закрываем печка. Сейчас пока она работает, потому что топливо еще поступает. А это топливо бак. Мне очень нравится, даже запах вообще не воняет. Вот сейчас с вами поболтаться немножко. Но только немножко запах, солярный запах только. А дым вообще нет. Вот перед вами вот снимаю, вот она еще горячая. Видите, она еще горячая. Сейчас выключил, вот пробка. Закрыть кран. А сейчас будем подождем, как она полностью выключится пламя. Синее, красное пламя. С собой иметь надо обязательно огнетушитель, обязательно. Но у меня маленькая, надо больше взять. Большие. Пожарная безопасность очень важна. У меня только одна, а еще маленькая еще есть. Но там кому это хватит? Надо огнетушитель большие, крупные. Пару таких надо больше взять, а не одного.
Я только одного взял для безопасности. Ну вот и... Ну вот и, ребята, сейчас будем подождем, пока топливный чудо печка отключится полностью. А я это пока собираем. Да. Ну вот и... О, почти уже. Вот. Ну, чудо печки, конечно, я не полностью рассказывал вам. Если полный бак, вот это полный бак, если заправишь, это хватит целый день. А это бак, 2-литровый бак. И хватит на целый день. Я же, конечно, испытывал, сколько он хватит. Вот этот одна бак, почти целый день. Утром, если на рыбалку пойдешь, и вечером уже тебе останется даже. Но не сутки, а день. Ну и можно, конечно, не только солярной доправить, солярной, а специальной керосиновый можно заправлять. Ну вот и все. Печка уже полностью. Но немножко горит еще, чуть-чуть. А сейчас давайте всем пока. Будьте здоровы. Не болейте никогда. Будьте с нами. А кто еще не подписывался, подписывайте мой канал. И другие, кто еще не смотрел мой видео, который я публиковал, очень много. Кто еще не смотрел, смотрите. Ну и подписывайте другие каналы. Вот, например, Телеграма, Контакт, Одноклассниках. А сейчас давайте. Всем пока. Всем удачи. Пока. Ну все. Печка уже. Все. Но я буду еще проверять. Сейчас пока сразу не пойду домой. А то полностью остынет. Полностью. А эта печка мне хватит. Даже мне остается эта печка. И кому-то еще. Так что это чудо печка легендарная. Советский печка. Ну все, пока.